Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абивлаев. Сегодня в нашем выпуске. Сегодня состоялся рабочий выезд главы Госкомнадзора Заура Смирнова на плато Айпетри. Около 3 километров пешком каждый день до ближайшего пешеходного перехода придется преодолевать жителям поселка Фонтаны 5 Симферопольского района в случае, если им перекроют место для перехода. В семье Атамановых, которая проживает в селе Зерновое Сакского района, произошло несчастье. Встреча президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана с лидером запрещенной в Российской Федерации организации Меджлиса Мустафой Джемилевым вызвала бурное обсуждение и непонимание в обществе. Встречу Эрдогана с Джемилевым, состоявшуюся накануне в Анкаре, прокомментировал депутат Госдумы Рустам Бальбек, который заявил, что Эрдоган повернулся спиной ко всем крымчанам. Скорее всего, прозападное окружение вводит в заблуждение Эрдогана, навязывая ему ложное представление о влиянии Джемилева на крымских татар. Такие поступки вызывают сомнения и стремление наладить добрососедские отношения, и их стоит расценивать как неуважение к россиянам, сказал Рустам Бальбек. По его словам, лидеры Меджлиса, проживая последние годы на Украине, окончательно утратили связь со своим народом и не имеют права говорить от его имени. Ход строительства объектов федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2020 года обсудили на заседании Координационного регионального штаба по реализации мероприятий ФЦП. Итоги первого полугодия и динамика работы подрядных организаций далее в сюжете. Заседание штаба состоялось под руководством главы Республики Крым Сергея Аксенова. Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом в реализации ФЦП наблюдаются изменения в положительную сторону. Хочу сказать спасибо всем, кто участвует в работе штаба. Мы продвинулись значительно. Считаю, что достижения в этой части есть, Виталий Геннадьевич. И людей, которые в данном случае перерабатывают, я имею в виду перерабатывают с точки зрения времени работы, с точки зрения выполнения дополнительных каких-то задач, всегда готовы поощрить, поддержать. Поэтому вам, коллеги, за это большое спасибо. Процесс пошел. Но задачи никто с нас не снимал довести это все до конечного результата, до конца года. Оценивать нас будет не по процессу, а по результату. В ходе заседания вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин озвучил итоги реализации ФЦП за первое полугодие. Уважаемые коллеги, на 1.07 по взятым Советом министров Республики Крым обязательствам срок исполнения наступил по 169 объектам. При этом по 161 объекту у нас устранено 206 отставаний. Это то, что сказал Сергей Валерьевич. Большое вам огромное спасибо за проделанную работу. Однако по 8 объектам у нас отставание сорвано. Вот здесь мы перешли красную черту. Глава Крыма добавил, что взятые ранее обязательства по ликвидации допущенных отставаний от графиков строительства объектов должны быть реализованы. Он также призвал коллег доказать, что Крым в состоянии реализовывать такие проекты. Но мы с вами договорились, Виталий Георгиевич, что обязательства прошлого года в связи с тем, что господин Козурин наказание понесет по итогу, то есть мы аннулировали, не аннулировали, я имею в виду моральные, но те, которые мы взялись и обязательства дали в нынешнем составе, Виталий Георгиевич, они точно так же к концу года, то есть должны быть, чем-то завершиться, опять же таки. Обязательства не выполнены, подписались. Коллеги, извините, опять ничего личного. Прошу напрячься всех, коллеги, и доказать, что мы в состоянии такие проекты реализовывать. Вам все полномочия для этого даны, в том числе и представления в части кадровых назначений. Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз призвал руководителей исполнительных органов власти на местах системно посещать объекты ФЦП в своих районах. Айша Шулакова, телеканал «Миллет». Состоялся рабочий выезд главы Госкомнадзора Заура Смирнова на плато Айпетри. В рамках выезда обсудили вопросы благоустройства территории. Работы начнутся уже в ближайшее время. На месте событий побывала и наш корреспондент Алимия Кайбулаева. Жемчужина Крыма, знаменитая и полюбившаяся многим туристам гора Айпетри, уже снова готова встречать гостей. После добровольного демонтажа незаконных объектов торговли, а именно хаотично застроенным гостиницами, кафе, а также торговыми точками, плато Айпетри уже сегодня возвращается в первозданный вид. И еще буквально несколько месяцев назад на плато Айпетри был начат добровольный демонтаж незаконных объектов торговли. Под демонтаж попали 45 объектов. Несмотря на это, всем предпринимателям были предложены альтернативные места для торговли.
По поручению главы Крыма Сергея Аксенова на плато Айпетри необходимо сформировать большую площадку, а впоследствии будет разработан экологический ландшафтный парк. Над чем сейчас и работают специалисты. Сегодня площадь уже полностью освобождена от незаконных построек и открыта для посещения. Проинспектировать процесс работы сегодня на плато прибыл председатель Госкомнадзора Заур Смирнов. По его мнению, здесь предусмотрены все меры безопасности. Можно считать, что практически уже завершены работы по демонтажу и по вывозу всего строительного мусора, который здесь остался. Это первое. И второе, конечно, вот мы уже переходим ко второй фазе. И согласно поручению главы республики, здесь уже будут создаваться такие, скажем, первоочередные меры. В первую очередь для обеспечения безопасности туристов. И во вторую очередь для удобства прохождения вот по этой территории. Значит, что предусматривает безопасность? Это выставление ограждений, которые будут вдоль обрыва. И то, что касается удобства, здесь будут полностью вымощены тротуарные дорожки, которые позволят людям беспрепятственно перемещаться по территории плато. Кроме того, глава Госкомнадзора отметил, что на плато предусмотрены отдельная пешеходная зона и площадка для транспорта. Сейчас на территории Айпетри работают и проектировщики. По их схеме ведутся работы по обустройству площадки, восстанавливают асфальтное полотно к подъезду, а также видовую площадку. Минимальные работы должны быть выполнены за 2,5 месяца. Здесь с этого места мы и начнем, безусловно. То есть мы восстановим видовую площадку. Не то, что ее восстановим, а фактически заново ее сделаем. Естественно, существующее металлическое ограждение, мы осуществим его демонтаж, заменим его на новое и более безопасное. И постепенно мы будем уходить уже на выход с этой площадки, двигаться в сторону вот существующего основания. Если вы помните, здесь была пирамида металлическая, да? Это основание мы задействуем, конечно же, в стоянку. Как ранее и говорилось, данная площадка передана в управление Ялтой. Сейчас Айпетри полностью открыта для посещений. Пока на плато работают только сувенирные точки. Они будут осуществлять торговлю до 1 ноября. Администрация города хочет довести до всех граждан, что у нас плато Айпетри открыта, дорога открыта, канатная дорога работает со всех сторон, из Бахчисарая и от города Ялты. Сувенирные точки, как и пообещал глава республики, работают до конца этого сезона. Скорее всего, мы дату определим, это будет до 1 ноября. С 1 ноября они снимаются, и здесь будет закончено благоустройство. Сейчас на плато запущена канатная дорога, которая временно была закрыта из-за демонтажа. Туристы с удовольствием посещают Айпетри и любуются красотами природы. Алимия Кайбулаева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. В Феодосии 3 человека пострадали в результате столкновения автомобиля Hyundai Elantra и пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Республике Крым. В результате ДТП пострадали 2 пассажира автобуса. У них диагностирована тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана лба, а также водитель иномарки, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лица и плеча. Около 3 километров пешком каждый день до ближайшего пешеходного перехода придется преодолевать жителям поселка Фонтаны-5 Симферопольского района в случае, если им перекроют место для перехода. Дело в том, что после ремонта трассы Симферополь-Севастополь было установлено барьерное ограждение, осталось только небольшое место под переход, который по проекту там не предусмотрен. В связи с этим в ближайшее время местные жители могут остаться без перехода. О ситуации подробнее расскажет Нариман Тарсинова. Ежедневно жители села Фонтаны-5 вынуждены переходить вот эту опасную дорогу. Но это единственный выход для них, так как ближайший пешеходный переход находится через 2 километра на автостанции Западной, либо через 2,5 километра в селе Чистеньком. И даже этого перехода местные жители могут лишиться. Не так давно участок Севастопольской трассы был отремонтирован. Но вот только пешеходные переходы здесь предусмотрены не были. Свое решение Крымавтодор комментирует так. Переходить дорогу в этом месте небезопасно. Более 5 километров в этом расстоянии нет ни одного пешеходного перехода. Поэтому вот возник такой вопрос. Нету объекта соцкультбыта в нашем поселке. Люди вынуждены ездить на работу в город, либо в Севастополь, либо в Бахчисарай, либо в Симферополь. То есть остановка нам
необходимо. Трасса Симферополь-Севастополь является одной из самых оживленных в Крыму. Особенно в летний период, когда на полуостров приезжают отдыхающие из России и не только. Аким Усейнов не раз обращался и в поселковый совет, и в райадминистрацию, и в службу автомобильных дорог. Писал письма. Ответы пришли, а результатов до сих пор нет. Мне пришли вот письма, на которые ответили, что якобы они рассмотрят этот вопрос, но опять когда неизвестно. На данный момент вопрос стоит такой, что дорога закрывается в этом месте, и поэтому граждане обеспокоены. Поселок Фонтаны-5 когда-то был поляной протеста. Сейчас он официально входит в Чистинское сельское поселение. Однако вопрос обустройства до сих пор остается открытым. Взять хотя бы проблему с переходом. Менее чем за 15 лет на этом участке произошло около 20 ДТП, и все с летальным исходом, рассказывают жители. Если сейчас нам перекроют дорогу, как у нас дети и как старики наши должны ходить? Через вот эти отбойники перепрыгивать или как? Я не могу понять. Взрослый сын есть, 47 лет, он работает на Куйбышевке, больной. Я его еле-еле до остановки довожу. А здесь, если перехода не будет, как я буду с ним ходить? Я сама пенсионерка. У нас одна единственная остановка. Нам бы очень хотелось, чтобы на 6-й улице, приблизительно где-то 7-я, 6-я, сделали еще один переход и остановку. Потому что очень тяжело. Возвращаются дети из детского садика, взрослые люди идут, и в дождь, и в снег. Очень далеко, неудобно. Может быть, как-то решить наш вопрос положительно. Мы убедительно просим вас, изыщите какие-то возможности и решите этот вопрос. Примерно 10 лет назад местный предприниматель добился разрешения установить здесь остановку и открыть небольшой мини-маркет. Должна была быть и зебра со знаками. Кстати, последний он купил за свои средства. 2 недели знаки стояли, рассказывает председатель квартального комитета. Однако потом их убрали. С 2010 года я пытался все это узаконить, все сделать, но все блокировалось. Власти мотивировали это тем, что когда-то это были самозахваты, вот типа вам не нужно было этого делать, и за это здесь это не предусмотрено. В общем, куда я только не ходил, куда я только не стучался, все это было бесполезно. Переходить дорогу на этом участке небезопасно. Но есть ли другой выход, кроме того, что теперь людям придется идти каждый раз 2, а то и 2,5 километра до ближайшего перехода? С этим вопросом мы обратились к главе сельского поселения. Чтобы жителям Фонтан-5 попасть в город Симферополь, нужно перейти Севастопольскую трассу. Но после ее ремонта и в целях безопасности людей этот переход будет в конце концов закрыт. Мы обращались в службу автомобильных дорог с просьбой рассмотреть вопрос об оставлении этого перехода. Однако, согласно законодательству, это не представляется возможным. И я полагаю, теперь мы будем обращаться в службу автомобильных дорог с просьбой оборудовать это место в соответствии с требованием законодательства. Пешеходный переход. Не получив конкретного ответа, наша съемочная группа обратилась и в ГИБДД. Однако, как нам объяснили, начальника на месте нет. Но комментарий по этому вопросу удалось получить у заместителя начальника службы автомобильных дорог. Есть определенные правила. Если есть определенный пешеходный поток, надо организовывать. А если его нет, значит не надо его организовывать. Если отдельным товарищам надо ходить, то лучше ходить 2 километра живым, чем быть с вероятностью 50% сбитым. Мы вообще работаем для всех участников автомобильного движения. Пешеход является частью. Но если мы сегодня там организовали автомобильную дорогу, достаточно высокоскоростную, то приоритет все-таки должны иметь автомобили. Пока служба автомобильных дорог остается категоричной в этом вопросе. Но, как показывает практика, пешеходные переходы устанавливаются там, где произошло большое количество дорожных происшествий. Так сколько еще должно быть жертв, чтобы просьбу местных жителей об установке перехода услышали? Нариман Тарсинова, Умер Мустафаев, телеканал Милет. В семье Атамановых, которая проживает в селе Зерновое Загского района, произошло несчастье. Младшая дочь Риана в последнее время жаловалась на состояние здоровья, после чего была направлена в Симферопольскую детскую больницу имени Титова. Врачи диагностировали страшный диагноз. Состояние девочки узнавала наш корреспондент Сутания Истакаева. В этом году, в мае месяце, 6-летняя Риана Атаманова начала жаловаться на боль в животе. По утрам у нее слабость и тошнота. Родители очень волновались за своего ребенка и отправились в местную больницу. Мы обратились в Сакскую больницу.
в инфекционную. Нас положили, пролежали мы там неделю. Как с рвоты попали, так с рвоты нас и выписали. Ничего нам не объяснили, ничего не рассказали. Мы начали сами ездить уже сюда, в республиканскую больницу. Обратились к гастроэнтерологу, нефрологу. Назначения мы получали. Одни назначения на 10 дней, другие там на 7 дней, на неделю. Никаких изменений не было. Рвота также продолжалась каждое утро. Уже в Симферопольской детской больнице имени Титова Усния Атаманова узнала точно диагноз своей дочери – опухоль головного мозга, после чего была проведена операция. Однако после операции Риане легче не стало. Высокая температура, слабость и нарушена координация движения. Когда температура у нее поднялась, у ребенка отказала речь, отказали ноги. Ребенок не мог ни говорить, ни ходить. Сейчас Риана находится в онкологическом отделении в больнице имени Титова. Лечащие врачи направляют девочку в Москву для дальнейших операций. В пятницу мы сдали документы в министерство на квоту. Талон получили. Вот сегодня мы поедем уже забирать, что там решение, именно на какое число нас будут отправлять. В Москве операция будет проведена бесплатно. Однако на перелет и реабилитацию в семье средств не хватает. Всех неравнодушных семья Атамановых просит оказать материальную помощь. Султания Ситакаева, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. В Казани презентовали Болгарскую исламскую академию. Заместитель муфтия Крыма Садуллах Баиров принял участие в заседании Совета по исламскому образованию, в рамках которого прошла презентация Болгарской исламской академии и научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы современного исламского образования». В ходе заседания состоялась презентация Болгарской исламской академии. Участникам рассказали обо всех этапах развития исламского религиозного образования в Татарстане, истории создания Болгарской исламской академии и первых итогах ее деятельности. В библиотеке имени Франко открылась выставка работ знаменитого ялтинского архитектора и художника Петра Старикова. На выставке было представлено 72 картины, все они выполнены в 4 техниках – акварель, пастель, масло и темпора. На открытии побывал и наш корреспондент Мухаммед Закиряев. Петр Стариков проектировал здания и сооружения в Ялте, руководил возведением памятников и обелисков, принимал участие в разработке концепта и строительстве ведущих санаториев, ресторанов и концертных залов. Долгие годы он возглавлял Ялтинскую организацию Союза архитекторов СССР, оставаясь непререкаемым авторитетом в вопросах застройки курортного побережья и будучи примером для подражания для молодых специалистов. Сегодня на открытии выставки присутствовал родственник Петра Андреевича Борис Попов. Мы счастливы, что нам в данном случае библиотека Франко предоставила возможность сделать вот такую обширную, большую выставку к его 105-летию. Выставка была организована дочерью Петра Старикова, Натальей, в честь 105-летия со дня рождения отца. Глядя на картины, складывается впечатление, что их писали 4 разных художника. Настолько многогранна стилистика Петра Старикова. Также по работам можно заметить, как меняется настроение и само мироощущение Петра Андреевича. Мы здесь постарались представить, поскольку стены этого замечательного учреждения вообще предоставляют такую возможность. Хотели представить, в общем-то, этапные периоды жизни и творчества папы, которые сильно отличаются как по времени, так и по стилистике живописной, по материалу, которым он пользовался. Творчество Петра Андреевича Старикова обладает высокой художественностью. Его работы изящны и проникновенны. Это отмечают как искусствоведы, так и почитатели творчества. Конечно, он очень живой художник. Его нет, а творчество продолжает нас радовать, удивлять и быть все время с нами. Так что это самое главное. Увидеть работы художника-архитектора могут как жители, так и гости столицы. Выставка продлится еще 2 недели. Мухаммед Закиряев, Мухаммед Нестуров, телеканал Миллет. Первый крымско-татарский клуб для девочек «Тоталь-Чехлар» отметил свою годовщину. День рождения клуба приурочили к празднику Ураза-Байрам и ко дню крымско-татарского флага. Ученики клуба подготовили театрализованную программу. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Несмотря на юный возраст, к подготовке праздника ребята отнеслись серьезно. Первым сюрпризом стала театрализованная постановка «Дети инсценировали сказку». Специально пошитые большие мягкие игрушки, яркие костюмы, декорации и, конечно же, актерское мастерство ребят не оставило равнодушным зрителей. Затем были песни и танцы в исполнении учеников клуба. Основатель «Тоталь-Чехлар» Идия Муслимова рассказывает, за год существования у клуба появилось много друзей. Идея
создания детского крымско-татарского театра возникло давно, но было одно препятствие. Мы искали спонсора и, наконец, нашли человека, который протянул руку помощи. Это наш соотечественник из Германии Рустем Ага. Сегодня хотим поблагодарить его за возможность создания такого замечательного проекта. Я думаю, что детский театр – это еще одна хорошая возможность выучить крымско-татарский язык. Клуб начал свою работу год назад. Его основная задача – привить крымско-татарским девочкам дух национального единства. Ученики клуба на занятиях изучают крымско-татарский язык, литературу, а еще мастерят своими руками различные предметы. Здесь для ребят открывается огромное поле деятельности – изучение родного языка, создание различных подделок и, конечно же, участие в кукольном театре. Каждый ребенок с большим удовольствием и трепетом принял участие в организации этого мероприятия, поэтому оно получилось ярким и веселым. Обычно клуб посещают только девочки, однако мальчики тоже проявляют интерес к работе сообщества. К примеру, Айдер Миметов может похвастаться стихотворениями собственного сочинения. Клуб я посещаю на протяжении года. Здесь мы учимся и развлекаемся. Я пишу стихи. Ну и, конечно, у всякого праздника сладкое завершение. В этот раз ребят также ожидало много вкусностей. Родители воспитанников были рады видеть улыбки своих детей. Моя внучка сегодня также участвует в мероприятии. Здесь очень добрая атмосфера. Хочу сказать спасибо организаторам, родителям и, конечно же, нашим деткам. Они очень старались. Нам, родителям, приятно наблюдать, как дети разговаривают на крымско-татарском языке. У нас очень красивый родной язык. А вот сами дети с удовольствием поделились впечатлениями от праздника. Мы посещаем мастер-классы, общаемся на родном языке. Сегодня я также участвовала в представлении. Исполнила роль лисы. Нам очень понравилась сегодняшняя программа. Волк и медведь запомнились больше всего. Я делала работы паспорты, делала игру, еще из кофе делала и делала еще балерину. Дети и родители уверены, у клуба «Тутайчаклар» светлое будущее. Впереди еще много новых проектов и новых достижений. Лиля Виджат, Лиля Люманова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Нежнейшие крымские цветы ожили в расшитых лентах прекрасных изделиях Лилии Исмаиловой. В ее коллекции более 30 работ, которые полностью захватывают внимание. Увидела мир объемных цветов и наш корреспондент Диляра Шевкетова. Вышитые лентами цветы настолько реалистичны, что создают иллюзию только что сорванных. Картины так и манят к прикосновению. Талантливая мастерица Лилия Исмаилова увлеклась объемной вышивкой 2 года назад, когда увидела удивительную картину, выставленную на продажу. С тех пор ее жизнь наполнилась новыми красками, и она решила попробовать себя в этом. Когда я вышиваю, я просто отдыхаю. Мне нравится. А когда нравится, эта работа не кажется работой. Оно просто в удовольствие идет. Основной набор инструментов и материалов, которыми пользуется мастерица, это атласные и шелковые ленты, органза, мулине, специальные иглы и готовые узоры. Процесс вышивки кропотлив, и занимает он от 1 до 3 недель. Все зависит от сложности сюжета. Красоту ленты рукодельница раскрывает при вышивке цветов. Как я стала заниматься цветами, я стала больше внимания обращать на цветы. Вот именно на, как они вот сами в природе. Те же вот анютины глазки. Те же вот маки. Может, и раньше-то я как-то и проходила мимо. Ну, цветы, цветы. А сейчас вот именно как их можно выполнить в картине, вот на это я сейчас обращаю внимание. Кроме того, Лилия Исмаилова работает и над пейзажами. Это почти ювелирный труд. Но чем мельче узоры картины, тем изящнее выглядит изделие. Увлечение вышивальщицы по душе и ее семье. Ведь они – первые зрители каждой новой работы. Ну, я приветствую творчество Лили. Она этим творчеством выражает свое отношение, свое видение мира. Она отвлекается от суеты. Не так давно Лилия Исмаилова закончила курсы крымско-татарской вышивки. Теперь она вдохновлена и золотошвейным мастерством. Конечно, это намного сложнее. Нить идет в 6 слоев. И если одна легла не так, работа выглядит неаккуратной. У меня еще вот такое желание вышить семейное древо, вот символ связи всех поколений. То, что нам досталось, и чтобы после нас осталось, чтобы оно не пропало. Мастерица хранит свои работы дома. В выставках участие еще не принимала. Мечтает украшать картинами дома своих сыновей. Диляра Шевкетова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет».
А это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Не переключайте телеканал Милет. До новых встреч в эфире.